Всем привет! Я вот сегодня хочу показать наш город Якутск во время пандемии коронавируса, во время режима самоизоляции. Сейчас покажу, сколько у нас тут люди ездят, ходят, гуляют. Но я уже выехал от центра, то есть здесь уже машин будет поменьше, но тем не менее очень много народа. И вот недавно, буквально на днях, говорят, приняли новый закон в Госдуме об ограничении движения граждан, да, в этот период. И там будут штрафы от 1000 рублей до 30 тысяч рублей. Сказали, у нас внесут в городе эту практику, со вчерашнего дня должны были внести, но и ни вчера, ни сегодня патрулей не видно, никого не останавливают. Как ездим, так и ездим. Но вчера по WhatsApp отправляли, что ППСники проверяли людей, которых, пешеходов проверяли, а машин особо не останавливали. Поэтому, не знаю, ждем. Может быть, они готовятся, чтобы выйти, да, на облаву. Может быть, они подзабили на федеральный закон, этот КоАП. Так что у нас все спокойно. Конечно, предприятия не работают. Допустим, работают только те магазины, которые жизненно необходимы, запчасти, продукты. И все, по-моему. И многие, конечно, работают тайно, работают там через заднюю дверь продают, говорят. Многие организации тоже сидят на карантине, школа, детсад не работает. Госорганизации работают, некоторые удаленно, некоторые на местах. Но вот потихо народ уже обратно просыпается. То есть поначалу как-то была боязнь, да, люди как-то сидели дома, пытались сидеть дома и так далее. Народа прям стало мало на улицах. И сейчас уже каждым днем народ, в общем, подзабили на это немножко. Это, наверное, объясняется тем, что у нас очень мало, не то что очень, мало людей, да, заразилось в Якутии. 16 человек, что ли, из которых половину вылечили. Слава богу, ни одного летального исхода пока не было с этим коронавирусом. Поэтому, наверное, это людей успокаивает. Когда вот читают новости, да, что вот человек, сколько-то человек уже выписались и так далее. И этот момент, наверное, людей как-то облегчает. И люди уже ездят по делам. Я вот хотел вчера найти парикмахерскую, звонил, везде было закрыто, телефоны были отключены у них. Я даже не стал ездить там, искать, стучаться. И вот сегодня нашел одного частного парикмахера, съездил к нему домой, подстригся. Вот так, кто как работает. Я сам тоже сегодня с утра ездил. Сначала в связи с карантином заказы не принимал на установку дамвента. Это вентиляция в квартирах ставим. И отказывали людям, типа, карантин, пока не работаем. Потом что-то сегодня, в общем, с утра съездили, поставили. Завтра тоже пойдем, заказ тоже есть, поэтому потихо надо уже включаться в процесс жизненный и так далее. И вот кепки заказал из Казахстана. Вот у меня лежат в коробке, их доставляю, продаю людям, потому что магазины одежды не работают сейчас, да и кепок хороших у нас мало. И поэтому, люди берут, покупают по 1000 рублей, очень дешево для нашего города. Кепки хорошие, поэтому по инстаграму рекламирую и доставляю людям. Я пока рассказывал, уже далеко уехал от города, от центра, уже машин чуть меньше, но их тоже есть. Вот видите, дом стоит с узорами, с национальными узорами. Вот там второй дом тоже такой же, но там немножко другой узор. В последнее время многие дома начали так делать.
Вот стоит второй дом, она ночью еще светится очень красиво. Видите, вот это Аллукмас, ну как Байтерек, можно сказать, да, по-казахски. Ночью очень красиво там смотрится. Все, гирлянда, вот это все. Вот так вот люди ездят. Очень грязно у нас, везде лужа. Ну, здесь еще сухо, там в центре вообще сильные лужи. И дороги ломаются из-за этого, конечно же. Очень много ям стало. Больше грузы, наверное, выдавливают асфальт. Вот так. Ну вот так, ребята. Вот так и живем. Пока. Конечно, многих подкосил этот коронавирус. У меня массажный салон стоит, не работает. Аренда идет. Вот так. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Какие у кого прогнозы? Сколько это будет продлиться? До какого дня? Месяца? Я думаю, это будет, наверное, долго. До лета, наверное.